Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Қарағанды облысы өңірлік коммуникациялар қызметі сіздермен бірге тікелей эфирде. Бүгінгі брифинг тақырыбы. Келісу комиссиясы жұмысының қорытындылары жайында болмақ. Добрый день, уважаемые телезрители и коллеги. Региональная служба коммуникации Карагандинской области вышла в прямой эфир. Тема сегодняшнего брифинга – итоги работы согласительной комиссии. Бүгінгі ақпарат қаламыздың спикерлерімен таныс болыңыздар. Қасымбек Жеңіс Махмудұлы, Қарағанды облысының әкімі, Наир Биджу, ArcelorMittal Теміртау компаниясының бас директоры, және де Буслаев Евгений Михайлович, Қорғау көміршілер кәсіподағының төрағасы. Қымбатты спикерлер, өңіріміздің басты медиаланына қош келдіңіздер. Алдымен алғашқы сөз тізгіні Жеңіс Махмудұлы өзіңізге табыс етіледі. Қайырлы күн, құрметті облыс тұрғындары, құрметті жерлестер. 2 апта бұрын Абай шахтасында қайғылы жағдай болған. Соның салдарынан 6 жерлесіміз, 6 кенші қаза тапты. Мен қайтыс болған кеншілердің жақындары мен отбасыларына, қайғыларына ортақтасып, тағы да көңіл айтамын. Бүгінгі күні отбасылардың барлығына қажетті психологиялық, материалдық және басқа да көмектер көрсетіліп жатыр. Қайғылы жағдайдың орын алу себептерін тексеруді үкімет комиссиясы жұмыс атқарып жатыр. Бүгін кешке осы залда төтенше жағдай министрлігі осы мәселе бойынша брифинг береді. 11 қарашада көмір департаменті еңбек ұжымдары, кеншілер ArcelorMittal Теміртаудың басшылығына 12 талап ұсынды. Әкімдіктің бастамасы бойынша кеншілердің ұсынған барлық талаптарды шешу жөніндегі 3 тарапты үйлестіру комиссия құрылған. 11 қарашадан 19 қарашаға дейін комиссия белсенді түрде жұмыс жасады. Оның құрамында барлық 8 шахтадан қорғау және жақтау кәсіподақтардың өкілдері, кәсіподақ комитеттерінің, Өркен Атасу мен ArcelorMittal Теміртаудың және жергілікті атқарушы органдардың басшылары кіріп жұмыс істеді. Уважаемые земляки, хотел бы отметить, что все 12 требований касались спектра деятельности угольного департамента, непосредственно шахт ArcelorMittal Теміртау. Это были такие вопросы, как, в первую очередь, обеспечение безопасных условий труда, устранение причин возникновения аварий, состояние техники безопасности, состояние техники и оборудования в целом, вопросы утверждения нормативной численности и штатного расписания подразделений угольного департамента. То есть был вопрос по дефициту кадров, увеличение тарифных ставок и окладов работникам угольного департамента, один из важнейших вопросов, индексация заработной платы с учетом ежегодной инфляции, другие социальные и иные выплаты работникам, которые касаются отпускных, выплаты в выходные дни, выплаты, когда шахтеры работают в праздничные дни. Также поднимались вопросы возобновления рассмотрения вопросов снижения пенсионного возраста, выплаты регрессникам и ряд других вопросов. В целом, в ходе работы комиссии, конечно, появлялись все новые и новые вопросы. Их общее количество намного больше, чем 12 на сегодняшний день. Но хотел бы ответить, что практически по всем вопросам, которые были выдвинуты трудовыми коллективами, шахтерами, есть понимание, найдено понимание и приняты практически по всем вопросам согласованные решения. Решения приемлемые. Вчера, позавчера, 2 дня я лично после завершения работы согласительной трехсторонней комиссии лично совместно с руководством профсоюзов, руководством ArcelorMittal Теміртау, угольного департамента ArcelorMittal Теміртау, а также всеми участниками согласительной комиссии проехал коллективы всех 8 шахт. Мы встретились с шахтерами, уже с предложенными решениями комиссии. По каждому пункту дали разъяснения, и мы нашли понимание среди шахтеров. В ходе разъяснений были дополнительные вопросы, которые также были рассмотрены оперативно. В основном они касались социальной инфраструктуры населенных пунктов, условий труда. Все вопросы не остались без внимания. По всем вопросам найдены решения, и шахтеры были в итоге удовлетворены
разъяснениями. И было принято решение, что теперь в ближайшие полгода, 2 квартала минимум, ежемесячно комиссия будет это заседать и проверять реализацию обещанных и принятых обязательств со стороны руководства ArcelorMittal-Темиртау, а также местной администрации. Кроме того, в ходе встреч согласительной комиссии шахтеры высказывали различные вопросы, связанные с решением жилищных вопросов, ряда других социальных вопросов. Акиматом было инициировано совместно от Басыбанком новая программа ипотечная, кредитование под 5%, улучшение жилищных условий для шахтеров и металлургов Карагандинской области. И шахтеры, и, в принципе, профсоюзы металлургов, Юркена горячо поддержали эту инициативу. Сегодня уже с банком прорабатываются механизмы, и в бюджете 2022 года акимат Карагандинской области закладывает соответствующие средства для того, чтобы начать эту программу. Предполагается, что эта программа будет на ближайшие 5 лет. Мы хотим таким образом решить многие жилищные проблемы, связанные с расширением жилищных площадей или приобретением жилья. Причем это касается и первичного, и вторичного рынка. Касается это в первую очередь городов-спутников Сарань, Абай, Шахтинск, Темиртау и областного центра Караганды. Теперь, если позволите, я хотел бы дать короткие комментарии по всем основным вопросам. Первое. Согласительная комиссия пришла к решению по 100% индексации заработной платы, то есть индексации заработной платы, которая проводиться будет в 100% объеме от уровня инфляции с 1 января каждого года. То есть сегодня в соответствии с трудовым договором индексация проводилась следующим образом. 50% от инфляции индексировалось с 1 января. Например, в этом году это 4,7% ArcelorMittal Темиртау дал повышение, и это было учтено в тарифе, то есть в базовом окладе. Оставшиеся 50% от инфляции индексировалось через ежемесячные выплаты, премиальные выплаты, дополнительные выплаты, которые зависели от выполнения плана, зависели от выполнения ряда других индикаторов, производственных и экономических индикаторов. Теперь принципиально важно, что это будет сразу 100% индексация к уровню к инфляции. Например, предполагается инфляция 7% или 8%. Сразу же с 1 января на такой процент увеличивается тарифная ставка и оклад. Причем в дальнейшем этот процент учитывается при выплате и отпускных, и оплате оплачиваемых 28 больничных дней, выплате работы в праздничные или выходные дни. То есть это дополнительные проценты в заработную плату каждого горняка. Это является принципиально важным решением, о котором профсоюз Коргау, вот Евгений Михайлович Буслаев, последний год-полтора постоянно мы эти вопросы поднимали. Сейчас понимание со стороны руководства Арселор найдено и такое решение принято. Первое. Второе. В декабре в угольном департаменте будет выплачиваться единовременная 13-я заработная плата вне зависимости от выполнения плана производственных экономических показателей. Ранее по трудовому договору 13-я зарплата выплачивалась весной по итогам результата работы компании за год, и в случае невыполнения годовых показателей, связанных с физическими объемами или доходностью компании, данная 13-я зарплата не выплачивалась. Сейчас выплачивается безусловно, вне зависимости от выполнения этих показателей, и в данном случае она выплачивается 13-я зарплата в декабре этого года. В декабре будет проведено увеличение заработной платы на 15-17%, включая индексацию в размере 8%. Здесь хотелось бы отметить, что в январе текущего года зарплата была проиндексирована уже на 4,7%. В июле, с 1 июля, также было увеличено размер заработной платы или сам тариф на 6%, и было принято решение об ежемесячной доплате в размере до 6%. Таким образом, в течение года уже базовая тарифная ставка или заработная плата, оклад шахтера был увеличен в размере до 16%. Сейчас дополнительно в декабре месяце
Согласительная комиссия пришла к решению, и руководство ArcelorMittal Темиртау местное также это решение принимает, что с учетом индексации дополнительно 15-17% заработная плата шахтеров будет увеличена. Аналогичное решение было принято и по стальному департаменту, и по подразделению Оркен. Также до 31 декабря будет утвержден норматив численности угольного департамента. Это важнейший вопрос. Сегодня, по информации, которую дают сами шахтеры, есть недокомплект, и это иногда влияет на невыполнение плана. Это также может влиять на безопасность труда, когда есть некомплект в бригадах. Теперь до 31 декабря норматив численности угольного департамента будет утвержден. Я держу это на личном контроле. Плюс ежемесячно будет производиться прием на работу до 100 работников, до 100 шахтеров, до полной укомплектации штата угольного департамента. Поднимались вопросы, которые оставались нерешенные с 2017 года. В частности, вопросы, связанные с обеспечением качественного транспортного сообщения до шахт. Это замена автобусов. Более 100 автобусов сегодня компания использует для перевозки своих сотрудников. Из них 50% были обновлены в течение этого года, но остаются еще 50%. Принято решение: до 1 декабря будет произведена замена устаревших автобусов, на данный момент арендованными. На следующий год компания покупает новые автобусы карагандинского производства города Сарани. Такое решение также принято. Теперь есть ряд вопросов, которые находятся за пределами компетенции местной власти и руководства ArcelorMittal Темиртау. Это вопросы, которые требуют принятия решений на законодательном уровне. Это вопросы, связанные с возрастом лиц, выходящих на пенсию, раз. Второе, это именно по подземным работам. Отмена установления вины пострадавшего при расследовании несчастных случаев, а также вопросы выплаты для регрессников. Все три вопроса мы 12 ноября направили в правительство официально на рассмотрение. Сегодня центральные государственные органы рассматривают эти вопросы. Решение этих вопросов требует определенного времени, и в случае положительного решения изменения нормативных актов на уровне законодательства. Мы также принимаем активное участие в этой работе, планируем в дальнейшем привлечь к этой работе профсоюзы. Евгений Михайлович Буслаев тоже готовит свою команду, которая будет активно работать, потому что лучше профсоюзов, наверное, эти вопросы никто не знает. В целом, понимание со стороны госорганов есть. Сегодня предлагаются различные варианты для рассмотрения этого вопроса. Считаем, что этот вопрос, который долгие годы не рассматривался, находит сегодня определенные свои варианты решений, и шахтеры также положительно очень восприняли эту информацию. В целом шахтерам даны подробные разъяснения, они на сегодняшний день этими разъяснениями удовлетворены. Жалпы соңғы 2 күннің ішінде мен 8 шахтада болып, сол кеңшілердің ұжымдарымен кездесіп, әрбір талап бойынша түсіндіру жұмыстарды өткізіп, профсоюздармен бірге, ArcelorMittal Темиртау компаниясының басшыларымен бірге, жалпы шахтер жағынан біз қолдауды таптық. Қазір сұрақтарыңыз болса, біз профсоюз, әкімшілік және ArcelorMittal Темиртаудың басшылығы сұрақтарға жауапты беруге дайынбыз. Пожалуйста, задавайте вопросы. Можно задавать вопросы онлайн. Есть журналисты в студии. Мы готовы. Благодарим вас за предоставленную информацию. Құрметті көрермен, ендігі тарапта біз баяндама бөлімін тәмамдап, сауал-жауап сессиясына ауысамыз. Дәл қазір сіздер 41-11-30 жедел желісіне хабарласып, өздеріңіздің сұрақтарыңызды сонда қойсаңыздар болады. Итак, уважаемые телезрители, коллеги, мы переходим
к сессии «Вопрос-ответ». Прямо сейчас вы можете озвучить свой вопрос, позвонив к нам в горячую линию по номеру 41 11 30. К нам поступил ряд вопросов от наших коллег, позвольте их озвучить. Айнур Балакешева задает свой вопрос. Вы согласны с тем, что сам факт выдвижения требований от рабочих говорит о том, что руководство компании не мониторит ситуацию внутри коллективов, не знает о настроениях рабочих и фактически не контактирует с трудящимися? Ну, при посещении всех шахт этот вопрос поднимался со стороны шахтеров. Фактически все вопросы известны. Среди них нету ни одного нерешаемого вопроса. Многие из этих вопросов решаются на уровне руководства угольного департамента или, ну, максимум местного руководства ArcelorMittal Темиртау. Поэтому я считаю, что вопрос вот Айнур Балакешева абсолютно правильный. Многие вопросы просто компания не доглядела, не досмотрела. Я знаю, что профсоюзы эти вопросы постоянно поднимают, правкомы поднимают. И сегодня, например, мы этой ситуации могли бы избежать в случае, если бы компания сама ежемесячно, еженедельно реагировала на те вопросы, которые задают горняки. Вопрос правильный, ответ – да, действительно это так. Благодарим за ответ. Переходим к следующему вопросу. Вопрос задает Анастасия Багрова. В 2017 году шахтеры уже выдвигали требования. Не очевидно, что большую часть компания проигнорировала. Раз возникла эта ситуация после гибели шахтеров, что изменилось на этот раз и почему компания выполнит свои обещания теперь? И второе, будут ли проверять другие крупные промышленные предприятия в регионе? Во-первых, после подписания согласительных документов 2017 года могу сказать, что большая часть, больше 90% вопросов, они решены и реализованы на сегодняшний день. Оставшиеся 3-4 вопроса, из них 3 вопроса – это вопросы уровня центральных государственных органов, это те вопросы, которые были вот сейчас освещены, это пенсионный возраст, регрессники и вина работодателя и пострадавшего. И 1-2 вопроса – это действительно локальный вопрос, который компания должна была решить. В частности, это вопрос с автобусами. Они этот вопрос решают до 1 декабря. Мы в год проводим 3-4 заседания согласительной комиссии вместе с профсоюзами. И летом этот вопрос как раз Арселору и поручалось выполнить по автобусам до конца этого года. Поэтому я считаю, что, во-первых, те решения, которые в 2017 году были приняты, они в большинстве своем, ну, на 90% были действительно выполнены обещания. А вопросы, которые касались вот законодательного урегулирования, они имеют долгосрочный характер. И на тот момент, например, позиция госорганов была несколько другая. Сейчас, с учетом текущей экономической ситуации, возможности бюджета, Министерство труда и другие госорганы этот вопрос рассматривают уже несколько в другом свете. Теперь вот вторая часть вопроса, то, что необходимо контролировать, действительно, это одно из условий было шахтеров. Еще раз повторяюсь, после первой декады каждого месяца, с 10 по 15 число, в частности, вот до 15 декабря, я проведу следующее совещание этой трехсторонней комиссии на предмет проверки или контроля реализации тех пунктов договоренности, которые были достигнуты. Благодарим за ответ. Переходим к следующему вопросу. Вопрос от Анастасии Багровой. Вопрос по заработной плате. Конкретные цифры. Кто и сколько начнет получать по должностям в тысячах тенге, а не процентном соотношении. Из чего будет складываться зарплата и с каких дат будет само повышение? Вот эти последние дни, 2 дня в шахтах, в основном именно рассматривался этот вопрос. Были предоставлены таблицы всем шахтерам. Каждый шахтер знал, например, там, проходчик 4-5 разряда, сколько он получал в январе, сколько в июле с учетом повышения, сейчас сколько в ноябре получает и в декабре какая заработная плата будет. В целом, еще раз повторяюсь, повышение произошло на 15-17%. В среднем у кого-то чуть больше, даже до 19%, но минимально 15%. Сейчас каждый шахтер знает, что если он получал условно 410 тысяч, в январе он будет получать условно 480. Или какую зарплату будет получать. Эта информация, она в виде презентации была донесена до каждого сотрудника.
до каждого бригадира, дальше он должен до каждого своего сотрудника довести. Здесь никаких секретов нету, это абсолютно открытая информация. Если Анастасия Багрова запросит, например, сегодня, в любое время, мы можем дать по каждой категории, по каждой специальности и по каждому разряду, какая зарплата в ноябре, в декабре, в июле какая была и так далее. Благодарю Здесь за ответ. именно принципиально было, чтобы не повысить фонд оплаты труда на столько-то, а чтобы персонально каждый увидел повышение именно на этот процент. Спасибо. Следующий вопрос от Ксении Бескаравайной. Удовлетворено ли требование шахтеров об увольнении Андрея Черномаза? Если нет, то почему? Ну, вопрос такой, за пределами полномочий этой комиссии выходил. Все-таки это частная компания. Акционер компании сам принимает решение персонально по каждому своему сотруднику. Но с учетом того, что должность руководителя угольного департамента для нашего региона является социально и, можно сказать, социально значимой, и от работы конкретно персонально этого человека зависит настроение в коллективе, то, естественно, я думаю, руководство компании задумается и при своих кадровых решениях в ближайшее время учтет мнение шахтеров. Мы также, как и коллектив шахтеров Акимата области, считаем, что ArcelorMittal Темиртау очень внимательно и взвешенно должен пересмотреть вопросы, связанные с некоторыми персоналиями в работе угольного департамента. Ну, может быть, господин Наир даст ответ. Пожалуйста. Absolutely, I think ArcelorMittal has internal procedures for reviewing the performance of CEO or anybody in the company. Я с вами согласен. В ArcelorMittal есть внутренние процедуры по оценке, по пересмотру результатов работы генерального директора и других руководителей в компании. So we are taking these feedbacks and we are reviewing it and we'll follow the procedures. Мы приняли эту обратную связь, мы этот вопрос рассмотрим и запустим нужный процедур. It's an improvement process for the company and we will continue to do it. Это процесс улучшения компании, и мы продолжим это делать. Спасибо. Надеюсь, Спасибо. что руководство компании учтет мнение горняков и в течение какого-то времени нам даст ответ. Спасибо за ответ. Следующий вопрос тоже от Ксении Бескаравайной. Просьба озвучить все пункты требований, какие из них были удовлетворены, а какие не будут выполнены и почему. Ну, все пункты требований вы знаете, они были в интернете. Их официально было 12, потом появились дополнительные, но они были все в развитии тех вопросов, которые уже были озвучены письменно. Поэтому могу вам сказать, что по всем пунктам требований найдены положительные решения. Ни один пункт требований не остался, не остался без рассмотрения. Более того, все эти пункты 100% можно сказать, что они нашли положительное решение. Единственный вопрос по руководителю угольного департамента, я думаю, компания в течение месяца нам даст окончательное решение. Спасибо. Следующий вопрос от Олега Гусева по поводу повышения заработной платы. Коснется ли она только рабочих или сотрудников инженерно-технических служб тоже? Олегу Ивановичу могу сказать, что это касается только рабочих 3 подразделений. Это угольный департамент, стальной департамент, УРКЕН, ИТР, но не касается руководства компании. То есть это повышение не касается руководства компании. Я думаю, господин Наир это может подтвердить. All this decision is applicable to the collective labor agreement employees. Я подтверждаю, да, что эти все решения применимы к сотрудникам, работающих в рамках коллективного договора. All others, we have a special procedure for increasing the salary based on performance. Для всех остальных у нас есть специальная процедура по увеличению заработной платы согласно их результатов их работы. So individual performance, based on that, the salary increase will be considered. То есть рассматриваются индивидуальные результаты, и зарплата повышается согласно этому. Спасибо за ответ. Это был последний вопрос, который поступил к нам в студию. Құрметті әріптестер, егер сұрақтарыңыз бар болса, мархабат. Атамекен бизнес арнасының тілшісі Айман Сағат менде компания басшысына сұрақ. Жалпы
ай сайын демейік, мысалға, әр ай сайын немесе бір ай асып, бұл компанияда өнеркәсіпте, жаңа кәсіпорындарда не болады, апат болады. Қаза табат немесе жаңағы сол апатқа ұшырап жатады. Бұл деген компаниядағы бұл шахталарда немесе басқа да орындарда құрылғылардың ескіргенін анықтайды. Жалпы құрылғылар бойынша қаншалықты жұмыстар жүргізіп жатсыздар, оны жаңарту үшін қандай іс-әрекет жасап жатсыздар, және мәселе қалай шешіледі? Спасибо за вопрос. Вопрос следующий. Проходит ли модернизация оборудования в шахтах и какие работы в этом плане делаются? Ну и плюс вопрос такой, что очень часто происходят подобные случаи, так же, Айман, да? И часто такие инциденты происходят. По итогам принимаются ли какие-то адекватные решения, и что делается для того, чтобы улучшить вопросы безопасности труда? For the last 2 years, we have been discussing and preparing an action plan for a 10-year strategy for improving the performance of the company. Последние 2 года мы обсуждаем и готовим план, стратегию на 10 лет по улучшению и работе нашей компании. It already started last year, October, investing in such projects. В октябре прошлого года мы уже начали инвестировать в подобного рода проекты. On the base on that, we are also discussing with various government agencies, including industrial safety, environment, and other ministries of industry. И согласно нашей стратегии мы также ведем обсуждения с различными министерствами и госорганами, включая Министерство индустрии и индустриального развития и промышленной безопасности. So we are in a strong position now to comment that yes, we are investing strongly in improving the equipment health and ensuring safety of the employees. И сейчас мы находимся в достаточно сильном положении, чтобы ответить да, мы инвестируем, мы модернизируем, чтобы условия труда наших сотрудников были безопасны. We are listening to the managers and directors to make the long-term strategy that is sustainable for 10 years. Мы слушаем директоров и руководителей для того, чтобы разработать стратегию на следующие 10 лет, которая будет работать. So I can say yes, we are investing. Поэтому я могу ответить да, мы инвестируем. Қосымша ақпарат қойшы, осы жерде қаншалықты инвестиция жасап жатыр? Оның мөлшері, саны, қаражаттың көлемі бар ма мысалға? Ол қазір жазбаша күйде немесе жай айтылып қоймай, нақты іс-әрекет, нақты мына факт бар ма? Мындай салдық, мындай инвестиция құйдық дегендей. Осы мәселеге, осы сұраққа мен жауап берейін. Жалпы, мысалы, былтыр ArcelorMittal Теміртаудың компанияға, Қазақстанның компаниясына құйған инвестициялардың көлемі 700 миллиард теңге болатын. Ол түсінікті пандемия кезі кішкене төмендеген, бірақ жылына 100 миллиард, бұның алдында 2020-19-18 жылдары 100 миллиард теңгеден жыл сайын құятын. Оның 30-40% мына көмір департаментіне баратын қаражат. Биыл компанияның жоспары бойынша 140 миллиард теңге инвестиция компанияға келіп отыр. Оның 35-40% мына осы кеңшілерге, осы департаментқа. Енді кеңшілердің қойған талаптардың бірі толығымен аудит жасау. Бүгінгі құрал жабдықтардың жағдайы қалай, заманауи техникаға сатып алынама жоқ па, инвестиция қай шахтаға келеді, ертең мына шахталардың қайсы қай жылға дейін жұмыс істейді. Ең басты мәселелер осы болды. Мына үш тарапты комиссияның шешімі бойынша толығымен аудит 2 айдың ішінде біту керек. Ақпан айының соңына дейін. Нәтижесін біз тыңдаймыз, және содан кейін шешім қабылдайды компания қай шахтаға қанша инвестиция келесі жылы құяды. Жалпы осы компанияның жоспары өкіметпен келісімге келіп жатыр. Келіп жатқан 5 жылдың ішінде 3 миллиард долларды компанияға инвестиция жасау. Оның 30-35-40% осы кеңшілер жұмыс істейтін шахталарға барады. Құрметті Айман Сағаттай, керек болса мен жазбаша түрде оны сізге нақты жауабын берейін. Жалпы келіп жатқан 3-4 жылдың ішінде 3 миллиард доллар компанияға келуге тиіс. Бұл мәселе бойынша қазір компания министрлікпен және өкіметпен келісімге келіп отыр. Оның қайталайым 35% кеңшілерге барады.
Ең басты мәселе мына аудиттан кейін біз көреміз қай құрал жабдық ескі, заманауи емес, қайсын ауыстыру керек. Ол тек қана мына қауіпсіздік мәселесі емес, жалпы мына жоспарды орындауға кедергі қояды. Жоспарды орындамай ары қарай жалақына кедергі болады, төмендеуіне ықпал жасайды. Сондықтан үлкен мәселе ол ерекше бақылауда болады енді. Огромное спасибо. Также у нас сегодня на площадке присутствует Евгений Михайлович, председатель профсоюза угольщиков «Кургау». Хотелось бы у вас узнать, вы подтверждаете ли слова акима Карагандинской области и генерального директора компании ArcelorMittal Темиртау по поводу улучшения труда и так далее? Я бы хотел отметить то, что действительно нашим профсоюзом совместно с представителями трудовых коллективов был сформирован ряд проблемных вопросов, которые требовали скорейшего решения. Все эти вопросы были рассмотрены в период работы согласительной комиссии. Вопросов было 12, я уже повторюсь, которые были адресованы работодателю компании ArcelorMittal Темиртау, а также 3 вопроса касались изменения действующего законодательства Республики Казахстан. Ни один из вопросов не остался без внимания. Все вопросы были подробно рассмотрены в ходе работы комиссии и по всем приняты соответствующие решения, протокольные решения. Хотел бы отметить, конечно, безусловно, важность и, что самое главное, своевременность принятых решений. Благодарим за ответ. Соңғы сұрақ Айжан Құлаш, Астана ТВ телеарнасы. Махмудұлы, мен сізге сұрақ қояйын деп едім. Ол басқа шахталарында жұмысына байланысты. Өткен жолы жаңағы шахтадағы апаттан кейін жалпы Қарағанды облысындағы бірнеше шахтаның жабылуы мүмкін екені жайында айтылды. Бұл мәселе негізі бұрыннан бері көтеріліп келе жатыр. Қазіргі таңда қандай шахталар жабылуы мүмкін? Оларда жұмыс қалай жүргізіледі? Осы мәселе үкіметтік деңгейде жалпы атқарушы органдарда сонымен бірге ArcelorMittal Теміртау компаниясының тарапынан қазір қандай деңгейде қаралып жатыр? Сол жайында білейін деп едім. Бұл мәселені, бұл сұрақты жалпы кеңшілер бірнеше рет қойған. Әсіресе мына Абай шахтасында, басқа шахталарға қарағанда мына Абай шахтасының болашағы кішкене әртүрлі сұрақтарды туындап жатыр. Енді компания келесі айдың ортасында біз 13-15 күні кездесеміз. Сол кездесуде өздері жалпы мына 8 шахтаның болашағы бойынша толық ақпаратты бізге беруге міндетті. Мысалы, Абай шахтасы қанша жыл жұмыс істейтін болады, қандай перспективалары бар. Ертең мысалы 15 жылдан кейін жабылса, халық Абайда қай жерде жұмыс істейді. Сондықтан әкімшілік қандай әрекет жасап, қандай жаңа жұмыс орындарын пайда болуға қандай жұмыстарды атқарып жатыр қазір, ертең қандай жұмыстарды атқарады дегенде осындай сұрақтар туындап жатыр. Өздеріңіз жақсы көріп жүрсіз, жақсы дұрыс түсінетін шығарсыз. Мысалы, Саранда біз соңғы 2 жылдың ішінде бірнеше жаңа заводты сала бастадық. Автобус заводы пайда болды, Қытай инвесторлармен бірігіп. Келесі жылы Татнефть компаниясымен бірге қараша айында жаңа автомобиль шина жасайтын заводты іске қосамыз деп жоспарлап отырмыз. Қосымша қазір сол индустриалдық аймақта тағы да 3 жоба пайда болып жатыр. Осындай жобаларды біз басқа да моноқалаларда жоспарлап отырмыз. Абайда да, Саранда да, Теміртауда да, басқа да қалаларда. Балқаш бар оның ішінде, Жезқазған, Сатпаев, жалпы мемлекет басшысы осы айда үлкен Екібастұзда үлкен моноқалалардың проблемасы бойынша үлкен жиналысты өткізді, тиісті бізге тапсырмаларды берді. Ең басты мақсатымыз осы моноқалалардың экономикасын диверсификациядан өткізу. Тек қана шахталарға байланысты емес, қала құрушы компанияларға байланысты емес, басқа да бизнес пайда болу керек дегендей. Сондықтан жалпы компанияның берген ақпараты бойынша келе жатқан 10-15 жылдың ішінде шахталар бәрі жұмыс істейтін болады. Енді біз нақты ақпаратты сұрап отырмыз. Әрбір шахта қай жылға дейін мына кен орындарының запастары бар, қанша жыл жұмыс істейтін болады,
әрбір шахта бойынша қандай перспектива бар бізде. Мысалы, мына 8 шахтың біреуі 10 жылдан 15 жылдан кейін жабылатын түрі болса, онда ол жерге жаңа жұмыс орындарын ашуға біз міндеттіміз. Солай ғой, сондай жұмысты бастап кеттік біз. Кешірім өтінеміз, бүгінгі біздің брифингке беріліп отырған уақыт өз мәресіне жетіп қалды. Сұрағыңызды брифинг аяқталғаннан кейін спикерлерімізге тікелей қойсаңыз болады. Қымбатты спикерлер, біздің ақпараттық алаңымызға келіп, мәлімет жасағандарыңызға алғыс білдіреміз. Уважаемые спикеры, благодарим вас за предоставленную информацию. Мы также просим вас, уважаемые зрители, опираться только на официальные источники информации. До скорой встречи. Құрметті көрермен, осымен біздің брифингке берілген уақыт өз мәресіне жетіп қалды. Ресми ақпарат көздеріне сенуді сұраймыз. Амандықта жүздескенше.